Всем привет, давно ничего не снимал. Сейчас по работе поедем в Покровск, Максаголох и в Бестях, Верхний Бестях. Сейчас мы вот движемся по улице Хабарова, это вот площадь Победы здесь. Сложные погодные условия. На улице снег. Не знаю, как будет на трассе, но в городе дороги растаявшие. На улице +1. Посмотрим, что там на трассе творится. Ну, а пока мы вот движемся по Хабарово. Все едут очень медленно. Не знаю, дорога вроде не скользкая. Но почему-то пробки в городе. Это мы вот сейчас проезжаем 203 микрорайон. 202, 203. Немножко пробочка побыстрее пошла. Неделю назад стояла -10 примерно. Потом резко потеплело до +5. Дождь, снег. С четверга. Мы вроде это поехали побыстрее уже. 50 разогнались. Тут шумахеры гоняют на субариках. Ну вот, мы выехали на Покровский тракт. В принципе, с района ГРЭС проехал довольно-таки быстро. Минут за 30. Немножко в пробке постояли там на Хабарова и на Чернышевского. А тут уже, в принципе, Покровский тракт свободный. Движемся вот сейчас, скорость 60. Скользковато, но в принципе терпимо. Вон, на заправке тоже показывает +1. Если по трассе также будет, быстро ехать не будем. Вот там вот встречка. Там одна полоса, здесь две. Там вот все машины едут по одной полосе, и там ее сильнее раскатали. Там он до асфальта аж вода стоит на дороге. А здесь такая немножко скользковатая. Давайте, наверное, на эту сторону перестроимся. Тут вроде получше раскатано. Так, ну ладненько, едем дальше. Включимся там где-нибудь. Так, что-нибудь интересное будет. В принципе, буду дорогу периодически показывать. Ну вот, мы подъехали к Топогинскому подъему уже. В принципе, 80 км в час держал. Нормально. Сейчас пошли в подъемчик. Подсыпали немножко его тут. Интересно, как тут большие грузы заходят, нет? Мало ходит. Нормально. На легковой вообще нормально. Вот на грузовиках, наверное, сложновато будет подняться. Думаю, тоже заедут. Тем более тут песочком подсыпали.
0 градусов. Если в городе там ближе к городу +1 было, а здесь уже 0. Может даже и минус сейчас будет. Ну вообще прям зима здесь. Все заснеженное такое, снежок идет. Лес такой уже белый весь. Сейчас будет спуск большой, длинный. Два с половиной километра, 2300. Тут такая стела. Глаз. Пошел спуск. По идее, там впереди долина, так, ну, когда погода хорошая, ясная, все видно, там красиво впереди. Сейчас этого ничего не видно. Спуск такой, аж уши закладывает. Солнышко немножко проглядывает сквозь тучки. Какая-то стелла, какой-то орел, что ли, или кто это? Птица какая-то, да, орел. Ограничение 50, 30. Странно, зачем тут 30 поставили знак. А это поворот на Актемцы. Вот здесь вот гора, вот смотрите, как красиво. Как будто в облаках прям. Вообще верхушку даже не видно. Прикольно. Как в тумане как будто. Или туман, или облака. Что это? Ну, снега вроде нету. А нет, снег идет вроде как. Просто его не видно, практически мелкий. Ну, классно. А это мы доехали до базы Техтюр. Здесь это типа горнолыжка, там туда-сюда, сноуборд. Наверное, уже будут работать. Снежок идет потихоньку. Вот они склоны. Спуски. Кафе Техтюр. Надо будет в этом году обязательно сюда приехать. Это в том году все собирались, так и не добрались. Ладно, впереди зоопарк. Арто дойду. Здесь, кстати, вот эта вот территория, здесь проводят праздник, это, как он называется, Исых. Это когда солнцестояние, вот это вот самый длинный день.
самый длинный день в году. Летнее солнцестояние, или как оно называется правильно. Короче, СИХ называется у них. А вот это уже зоопарк начинается. Какой-то аквапарк даже тут есть. Здесь что ли аквапарк? Мы открылись. Так, что тут? Что-то тут непонятно. Кафе Василек, пусто потому что колесо обозрения, это которое раньше стояло в Центральном парке. Там сейчас новое стоит, а это привезли сюда старое. Тут вот он сам зоопарк. Тут кафешки. Зоопарк сейчас уже за деревьями скрылся. Довольно-таки большой зоопарк. Вон лошади пасутся. А там на горе коровы. И лошади, по-моему, тоже там. И коровы, и лошади. Тут немножко более-менее растаяло. Можно ехать и побыстрее. Сейчас уже это ближе к 90 скорость. 90. А так здесь вообще дорога такая немножко. До Покровска она асфальт старенький и немножко такой бугристый. Ну, более-менее можно ехать 90-100 по сухому асфальту. Можно идти, можно и быстрее, в принципе, если ходовка хорошая. Красоты какие. Немножко снег перестал, лучше видно стало. Ан деревня называется. А это, видать, старый пункт весового контроля, скорее всего, раньше тут был. Вот даже табличка осталась, пункт весового контроля. Здание такое все заброшенное. Только где здесь весы были, интересно. Наверное, с левой стороны, скорее всего, будет. Ну, нам осталось до Покровска уже совсем чуть-чуть. Вот впереди гора. Ну, на камеру, наверное, не видно. Впереди гора, и за горой уже Покровск. Километров 10, может даже меньше. Самого города. Весовой контроль. Ой, еще что ли весовой контроль? Что я ничего не понял. Или это тут новый какой-то весовой контроль? Тестовый режим. Что за весовой контроль? Непонятно. Коровы пасутся. Прям по всему полю. Ну вот, подъезжаем уже к Покровску. Вот она, гора, про которую я говорил. И еще 10, наверное, еще километров 10 назад я издалека видел эту гору. На камеру, наверное, не видно было. Сейчас подъем, за горой Покровск. Ну, возле Покровска дорога совсем растаявшая. Вот что тут на табличке. Покровск 3, Бестях 27. Но мы до Бестяха сегодня доедем.
А между ними еще Махсоголов будет. Вон в зеркале видно, какая гора. Так вот на подъем идем, как-то не особо ощущается. Да, скорость упала 70, ну я сильно и не топлю. Как-то вроде хоть двигатель 1.3 натянет нормально. Вот она, Стелла Покровска. Въезжаем в Покровск. Такая стояночка тут. Вот она, табличку проехали официально. Официально уже начинается отсюда Покровск. Ограничение 60. Так, мы сейчас здесь будем уходить налево. Там даже есть высотки у них. Проедемся по центру. Ну, сейчас немножко по окраине отсюда заедем. Как уши закладывают на спусках. Как в самолете, сглатывать приходится на спусках, на подъемах.